Вы смотрите вечерние новости, в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. ОРВИ наступает. Более 13 тысяч случаев зарегистрировали в Якутии. Болеют как дети, так и взрослые. Какие приняты меры? Развитие здравоохранения. Впервые в Якутии провели операцию по кератопластике, трансплантации роговицы глаза. Как это было? Северный форум. Завершился очередной рабочий день большого международного мероприятия. Какие темы обсуждали? За последние сутки в республике выявили 202 новых случая коронавирусной инфекции, из них в Якутске 124. Что касается районов, то в Мегино-Кангаласском 9 случаев, в Верхоянском 7, в Ленском, Мирнинском, Татинском, Хангаласском, также в Чурапчинском районах по 6 случаев. В Неренгринском 5, еще в 13 районах зафиксировано от 4 до 1 заболевших. Для города Якутска для конца непосредственно августа, начала сентября были, безусловно, характерные мероприятия, направленные с приездов и выездов в как сам город Якутск, тех, кто возвратился с отпусков, так и, соответственно, непосредственно людей из наших жителей республики, из соседних муниципальных образований. Естественно, мы понимаем, что это тот уклад жизни, который нас, соответственно, подталкивает к необходимости сбора запасов на зимнее время. Тем не менее, хотелось бы обратить внимание, что при посещении рынков, торговых центров, жители близлежащих улусов, так же, как и жители города Якутска, должны соблюдать все санитарные эпидемиологические нормы для того, чтобы, соответственно, не создавать такие вот определенного рода группы заражения в целях того, чтобы не допускать распространения инфекции в маленькие населенные пункты. Плюс ко всему 13,5 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Якутии. Наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По республике зарегистрированы случаи с превышением эпидпорогов заболеваемости во всех возрастных группах. В настоящее время активно продолжается иммунизация населения республики против гриппа поступившими вакцинами Савигрипп и Ультрикс Квадри. Впервые в Якутии на базе офтальмологической больницы провели операцию по кератопластике. Это трансплантация роговицы глаза под фемтолазерным сопровождением. Пациенту пересадили донорскую роговицу, заказанную в Москве. Помимо фемтолазера в больницу поступило 8 единиц другого нужного оборудования на общую сумму более 38 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря государственной программе по развитию здравоохранения. Репортаж нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Увидеть мир во всех красках Леониду Валентиновичу удалось благодаря новым технологиям. Он стал первым пациентом, которому в нашем регионе сделали пересадку роговицы при помощи фемтолазера. Операция прошла быстро и успешно, а теперь дело за реабилитацией. После операции стал видеть обоими глазами, хотя видел только одним, а правым там уже еще не видел. Фемтолазер – не новое оборудование для офтальмологической клиники. Раньше, если на нем делали лазерную коррекцию глаз, то с этого года после апгрейда начали делать и донорскую пересадку роговицы. Кератопластика – тоже не новая практика для якутских офтальмологов. Проводили ее и раньше, причем успешно. Но вместо лазера до прошлого года использовали специальное лезвие. Теперь же роговицу выкраивает лазер. Причем делает это ювелирно четко, благодаря чему уменьшается и реабилитационный период у пациента. Мы смогли сделать апгрейд фемтолазера, и теперь мы можем его использовать для операций по пересадке роговицы. В этом году мы сделали пересадку роговицы полностью, а вообще фемтолазер может делать и частичную пересадку роговицы. Катаракта – одна из главных причин, по которой рекомендована замена роговицы пораженного глаза. Это заболевание одно из самых распространенных в Якутии, по которому проводится не менее 1000 операций в год. Помимо этого преобладают такие болезни глаз, как глаукома и патологии самой сетчатки. К сожалению, растет количество обращений и среди детского населения. Заболеваемость глаз растет, и, к сожалению, это перепрофилирование у нас в связи с ковидом на дистанционное обучение, получается, очень много дает результаты на ухудшение именно.
Врачи советуют, чтобы обезопасить глаза вашего ребенка, в первую очередь нужно максимально сократить сидение за гаджетами, так как из-за долгого сидения перед экраном без движения у детей ухудшается кровообращение. Как правило, при таком положении замирают мышцы не только шеи и спины, но и мышцы внутри глаза, что и приводит зачастую к близорукости. Есть такое правило, оно 20-20-20 называется. Рекомендуется каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть на 20 метров вдаль. О том, что заболевания глаз являются одними из самых распространенных среди якутян, говорит и статистика. Только за 8 месяцев этого года офтальмологи провели уже более 7 тысяч операций. Для удобства сельских жителей организовываются и десанты офтальмологов на местах. В среднем в одном районе проводится не менее 30 различных операций. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Переходим к другим темам. Перспективы инноваций наземного транспорта в условиях деградации многолетней мерзлоты обсуждают эксперты в ходе Международного северного форума. Еще в 2013 году были обозначены проблемы, в том числе и погодные условия, из-за которых практически сорвался северный завоз, и важный груз остался тогда в Нижнеянске. Сейчас Высший инженерный совет обозначает целью эксплуатацию вездеходной спецтехники КАМАЗ «Арктика», болотоходный паромный арктический автобус, способный выдержать экстремальные температуры до минус 70 градусов. Первые шаги по использованию уже совершены. В 2019 году появился ГОСТ, а в начале сентября этого года транспорт представили на учениях МЧС России. Сейчас необходимо привести в порядок ряд нормативных актов и технических регламентов. Мы практически начали возрождать ту практику, которая была в позднесоветское время в рамках техника Севера, когда наши перевозчики, эксплуатационники Севера привлекались к разработке техники, потом участвовали в доводочных испытаниях привозчиков. Сейчас у нас завершился первый год доводочных испытаний КАМАЗ «Арктики», еще один год предстоит. Ну и думаю, через год-полтора у нас появится техника, которая имеет официальный, скажем, допуск для эксплуатации при температурах минус 60 и предельной температуре до минус 70. В Амгинском Улусе в 2 региональных автодорогах ведутся ремонтные работы. Ремонт на автодороге Амга второй год ведет ООО «Трансстрой Саха». В прошлом году они провели работы протяженностью в 16 километров. В этом году ведут ремонтные работы на 10 километрах. В целом, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Амгинском районе до 2025 года должны выполнить ремонт дорожного полотна протяженностью свыше 70 километров. Кроме того, на региональной дороге Бетюн, которая расположена в сторону Черопчинского района, наш местный подрядчик ИП Алексеев Николай Николаевич выиграл аукцион на проведение ремонтных работ. Участок протяженностью 5 километров. Тоже работы сейчас ведутся очень активно. Надо отметить, что качество дорог тоже очень хорошее. И надеемся, что в ближайшие годы дорога, которая будет отремонтирована в рамках реализации национального проекта, будет радовать население и жителей, и гостей нашего района. Студенты Якутского медицинского колледжа начали проходить обучение в новых современных мастерских. В прошлом году колледж выиграл грант Минпросвещения России по господдержке учебных заведений в виде материально-технического обеспечения, который отвечает требованиям проекта «Молодые профессионалы WorldSkills». Таким образом, учебное заведение обустроило мастерские на общую сумму более 14 миллионов рублей. Мастерские содержат самое современное оборудование, в том числе реалистичные манекены и муляжи, которые подключены к специальным программам и могут давать студентам обратную связь по выполняемым процедурам. Это более приближенно к человеческим реалиям и к человеческим ситуациям, которые могут произойти. То есть мы более готовы к настоящей работе с пациентами. Они более новые, более навороченные, и то есть с ними легко работать. Мы 4 года учимся, то есть 3 года 10 месяцев. В следующем году нас ждет диплом, потом аккредитация также. И после аккредитации сможем работать уже. В селе Талон Ленского района открыли новую школу. Событие для всех жителей Наслега стало значимым, так как его ждали 25 лет. Школа рассчитана на 50 мест, плюс к этому 15 мест детсада и 15 мест интерната.
Большую часть финансирования взяла на себя районная администрация, это 254 миллиона рублей. Школа оснащена современным оборудованием, техникой, мебелью. Сегодня в сельской школе обучаются 47 учеников и 11 детей посещают детский сад. Сегодня в Южно-Сахалинске глава Якутии Айсен Николаев вместе с генерал-полковником, командующим Восточным округом войск Национальной гвардии России Игорем Галоевым возложил цветы к памятнику воину Филиппу Лобанову, героически погибшему в 1972 году при выполнении воинского долга. Тогда загорелся склад горюче-смазочных материалов Стародубской рыбобазы. Смерть Филиппа Лобанова стала платой за спасение других жизней. Памятник ему, установленный на территории управления Росгвардии по Сахалинской области, внесен в единый госреестр объектов культурного наследия и находится под охраной государства. Именем Лобанова названы улицы в селе Стародубское, где он проходил службу, и в родном селе Амга. В селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района состоялось мероприятие, посвященное памяти жертвам гражданской войны. Собравшиеся почтили память погибших солдат под белым флагом во время боя Красных и Пепеляевского отряда генерала Ракитина. После состоялся круглый стол, участники обменялись докладами и мнениями по событиям гражданской войны 1921-1923 годов. Выступившие высказали единое мнение о том, что гражданская война 20-х годов прошлого века требует всесторонней, глубокой и объективной оценки и изучения. Детская ассамблея народов Якутии теперь открыта обмену опытом. Подписано соглашение о сотрудничестве с другими организациями, сосредоточенными на развитии и воспитании школьников. Важное для ассамблеи событие состоялось в День государственности республики на мероприятии «Я будущее России». Соглашение о сотрудничестве подписали с Российским движением школьников, региональным отделением межрегиональной и молодежной общественной организации «Дом мира» и детским отделением Ассамблеи Алекминского района. Подписание соглашений даст новый толчок развитию детской организации в Мирном. 29 сентября в честь Всемирного дня сердца телевизионная башня в Якутске окрасится в красный цвет. Всемирный день сердца – это глобальная кампания в области здравоохранения. Основная задача – повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения. Заказать подсветку телебашни можно через приложение «Башня света» для Android и iOS, а также на сайте rtrs.rf в разделе «Услуги». Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.